Чтобы с 7-го микрорайона попасть в город, нужно обязательно поехать на разворот. И у нас совсем недавно появилась вот такая вот вывеска интересная. Она всем напоминает, что это город Бахчисарай. Вот такая вывеска. Раньше здесь была стройиндустрия. Те, кто жил в Бахчисарае, не знают. Сегодня вот так. Сейчас проедем по центральной улице, по главной улице. Те, кто сейчас не живут в Бахчисарае или не были в Бахчисарае, или раньше жили, я думаю, им будет интересно посмотреть на старый заснеженный город. Может быть, город детства, может быть, город корней. Снег довольно-таки приличный. Сейчас показывает 0 градусов. Но чувствуется, что чуть-чуть подтаивает, но снег идет. С левой стороны автовокзал. Сейчас его немножко модернизировали, но здание по сути старое. Что там так особо не поменялось, там только забор появился. Дальше штрафплощадка. Сейчас это сельскохозяйственная ярмарка, буквально недавно стала. Туда еще не заезжали, не смотрели, что там по ценам. Но люди работают, надо заехать посмотреть. Центральная улица. Насколько я помню, она называется Симферопольская. Налево была дорога, это на Объездную. Это дорога, которая ведет в старый город. Но там довольно-таки крутой спуск. И когда выпадает снег, я рекомендую оттуда не ехать, потому что можно покатиться. Горочка там довольно-таки крутая. Обратите внимание на заснеженные деревья. Довольно красиво. Кто любит снег, это видео для вас. Сейчас, с правой стороны здесь были раньше юнаты, юные техники. Покажи, пожалуйста, правую сторону. Сейчас там бюджетные организации разные. Раньше была станция юных техников. Слева это первая школа. Я тоже в нее успел походить. 4 класса ходил. Школу помним. Сейчас сделали реконструкцию, сделали ремонт в ней. В общем, она преобразилась внешне, и внутренне, скорее всего, потому что внутри я еще не был, наши дети туда не ходят. Так, приближаемся к перекрестку. Раньше здесь светофора не было. Кто помнит, в Бахчисарае был один светофор на Детском мире. Сейчас у нас становится их все больше и больше, по-моему, уже штук 5 есть. В общем, поворачиваем налево. Налево это дорога на Ханский дворец. Сейчас будем поворачивать аккуратненько. Смотрим сзади машины, чтобы они сильно не прижимались. Время сейчас такое, нестабильное. Старый город, по-моему, плохо посыпали, поэтому здесь нужно быть внимательнее. Так, стадион Дружба. Легендарный стадион, все его знают. А сейчас его активно используют. Вот здесь у нас фотографии тех, кто занимается спортом, занимается футболом. Хорошее место, можно прийти, позаниматься. Есть спортивная площадка, есть поле, поэтому работает все. Справа у нас здесь парк миниатюр. Это уже, по сути, легендарное и, наверное, градообразующее в сфере туризма место. Люди наряду с Ханским дворцом сюда приезжают. Много очень детей. Место популярное, я думаю, из-за Крыма его далеко все знают. Так, вот наш знаменитый перекресток, непростой. Люди, которые приезжают сюда первый раз, обязательно на нем должны услышать сигнал сзади стоящей машины. Мы проезжаем, препятствий нет. Справа парк, парковка. Это кафе Мейхане. Туристы местные ее хорошо знают. И для тех, отличный способ провести время. Так, дороги посыпали плохо, судя по всему, но может быть, меньше, явно меньше, чем в городе. Поэтому дорога не такая страшная, как в центре.
Визуально город не поменялся. Я помню его с 93-го года. Ну, и если не учитывать дорогу, конечно, сделали дорогу, вот эти оградки по бокам, сделали остановки, но визуально, архитектурно город не изменился. То есть те же дома, где-то появился пластик, где-то что-то. Но человек, который жил здесь 30 лет назад, 50 лет назад, я думаю, он его легко узнает. На дорогах заметно меньше людей. Сегодня воскресенье, народ отдыхает, люди отдыхают. Поэтому такого оживления на дорогах нету. Ну и судя и по погоде, наверное, потому что тяжело очень по склонам спускаться. В старом городе крутые дороги, но не центральная улица. Поэтому я думаю, что не все решаются уезжать. Вот машины на обочине, этому подтверждение, люди просто решили повременить до завтра. Тем более никуда не надо ехать. Справа керосинка, кто знает, тот знает. Сегодня это парковка, паркуются там туристы. В сезон часто она пустует. Дальше мы подъезжаем. Сейчас это нынешнее место, это кафе Евсане. Тоже знаменитое место для Бахчисарая. Сегодня облик Бахчисарая. Как-нибудь я проедусь и расскажу про Бахчисарай, который был 100 лет назад, какие здесь были районы, там 100-150 лет назад, какие были маале. Я думаю, тоже это будет интересно. Слева у нас Ашлык-базар, сегодня который реконструируется, это та улица. Справа у нас Орта-Джами, тоже знаменитая наша джами, очень красивая, восстановленная. Здесь это изначально была эта Орта-Джами Майлисы, поэтому сегодня будет возможность совершить намаз, праздничный намаз, просто намаз. Так, ну по бокам у нас, сбоку у нас бывшая библиотека, сейчас ее выкупили, делают здесь кафе. Алие кафе, здесь здание, которое справа, здание, которое продается. В общем, визуально все как есть. Подъезжаем к Ханскому дворцу. Ханский дворец сегодня имеет не тот вид, который имел 5 лет назад, 10 лет назад. Проводится реконструкция. Этапы реконструкции вы можете увидеть своими глазами. Он от посещения сейчас не закрыт, насколько я знаю, просто вход сделали с другой стороны. То есть, чтобы зайти в Ханский дворец, нужно обойти. Также здесь наша знаменитая кофейня, которая сегодня не работает, не функционирует. Здесь наш знаменитый Ариф встречает и провожает гостей, это лицо города. Все его знают. Якши Бурбал. Так, ну знаменитый пятачок. Улица Школа мастеров. Кто живет в старом городе, хорошо знает это место. Двигаемся дальше. Здесь небольшие изменения присутствуют. Что-то пристраивают, достраивают, но в целом архитектурный ансамбль он не поменялся. То есть вот эта вот знаменитая улочка, которая входит в такую фразу улочки Бахчисарая, она в принципе не изменилась. Вот наша Тахтал-Джами тоже в своем первозданном виде стоит. Вот уникальный случай наш Али-мастер, Али-Умеров, сейчас мы ему посигналим. Осматривает свое владение, здесь он живет рядом, недалеко, так что он местный. Продвигаемся дальше, вот люди пришли погулять. Это, наверное, туристы, которые с упорством пробиваются к старой части старого города, так называемый Салачек. Вот нам там машина сзади, и давайте ее пропустим.
Человек, наверное, на работу опаздывает. Ну, да. В общем, точно опаздывает. Так, ну, интересные места силы. Я думаю, что каждый, кто любит Бахчисарай или мечтает побывать в нем, встречая вот эти вот, скажем так, каменные объекты, скалы, которые так наваливаются на центральную дорогу. Это такой признак Бахчисарая. Вообще, я считаю, что вот именно вот в этом месте, где стоит вот эта огромная глыба, и начинается новый воздух, другой воздух. Летом это отчетливо чувствуется, когда идет летняя жара, летний зной. Проезжая вот это место, ты чувствуешь прохладу, абсолютно другой воздух. Так, вот у нас автобус, который тоже, видать, куда-то опаздывает. Давайте мы его пропустим. Вот. И вот после этого места кардинально меняется воздух в старом городе. И здесь еще есть родник Чохрак, который многие знают, многие его используют. Сейчас я не знаю, мы даже как-то сами за ним ездили за водой. Вот здесь он внизу находится. Прямо вот здесь вот спускаешься вниз, и там можно было набрать воду. Сейчас не знаю, какая ситуация. Судя по тому, что там навалено снегом, наверное, люди туда не ходят. Не рабочий, да. Так, ну мы продвигаемся улицами Бахчисарая. Здесь у нас элементы современной архитектуры. Самса, лепешка, кофе. Сегодня это имеет вид вот такой. Уже немножко обидели. Справа у нас кафе Мираба. Это тоже относительно новая постройка. Продвигаемся дальше. Так, слева у нас Ашлама-Сарай. Нас покушать, пообедать. Ну, в Смельце приедем. Место мы это очень любим, очень красивое место. Хорошие ребята, хороший персонал. Кто хочет познакомиться с крымско-татарской кухней и даже культурой, заезжайте, не пожалеете. Продвигаемся дальше. Знаменитый Солочикский дом. Это у нас на канале есть фильм Траманага. Вот этот дом с голубым сачахом, с окнами. Это его дом, его деда, его предков. Его отца. То есть, кому интересно, зайдите на нашем канале, посмотрите этот фильм. Это очень такая трогательная история. Обязательно ознакомьтесь. Мы подъезжаем к такому знаменитому месту. Это пятачок, на котором разворачиваются маршрутки. Здесь же продают всякие сувениры. Кто приехал в Бахчисарай, в старый город, обязательно. Так, сейчас мы здесь попробуем заехать. Заехали. Здесь у нас стоят машины припаркованные. И я так чувствую, что многие из них и не выезжали сегодня. Но есть те, кто выезжал. Туристов не видно особо. Обратите внимание на скалы, на этот вид. Да, кафе Гузель. Это кафе Гузель. Кстати, тоже крымско-татарская кухня. Кто хочет познакомиться, заходите, знакомьтесь. Обратите внимание на скалы, которые находятся за этим кафе. Это уникальное место по сути своей. И в этом месте очень долго живет человек. Как минимум. Даже если я 1000 лет скажу, это даже я сейчас совру, намного больше. Дедушка идет, это охранник идет, наверное, посмотреть, кто мы такие. Выполняет свой гражданский долг. Вот люди тоже на нас смотрят, думают, что мы туристы, а мы не туристы, мы местные. Так, вина Крыма. Потихонечку спускаемся. Вот такой вид сегодня имеет наш Бахчисарай, заснеженный Бахчисарай. Все время смотрел вот на эти шубки.
из бараньей шерсти, ну, вот из овечьей. И думал, вот, наверное, в такую снежную зиму классно ее надеть, заварить себе чашечку кофе и смотреть на этот вид. Мы живем вот там, на скале наверху. 7-й микрорайон, там, где мы живем. Вот за этими скалами прямо. Наверное, километров 5, не больше, если идти напрямую. Вообще, по сути, это уникальное место. Мне оно очень нравится. Там дальше Свято-Успенский монастырь. Одно из самых популярных мест. В принципе, в Бахчисарай, кто приезжает, это монастырь, это Ханский дворец. Уже это парк миниатюр, такие туристообразующие места. И вокруг всего этого сувениры и культура. Кофейни. Кофейная культура обязательно. Кстати, кофейни тоже много где появляется. Традиционный кофе в Джезве тоже появляется. Мы, наверное, отдельно сделаем обзор по этим кофейням. Обязательно. Еще, что интересно, вспоминая такой гастро-опыт старого города, что заметил, в каждых кафе сейчас начали подавать кофе в Джезве, кофе в турке, да, многие его знают. Это не может не радовать. Качество этого кофе, конечно, тоже, скажем так, не идеальное, но то, что само движение к этому идет, этот путь мы идем, это уже очень приятно. Я уверен, сейчас в любое крымско-татарское заведение, если вы зайдете, абсолютно любое, вам подадут кофе в турке, кофе в Джезве. Я думаю, что вы сможете прикоснуться к этой культуре. А есть места, где прям хорошо подают. В общем, если вы не были в Бахчисарае, приезжайте обязательно. Если вы были в Бахчисарае, надеюсь, что вы посмотрели с удовольствием этот ролик. Вот сегодня такая у нас магическая атмосфера. Сними, пожалуйста, вот элемент, похожий такой ханского типа элемент, который тоже украшает этот город. Я думаю, что люди приезжают сюда посмотреть, познакомиться с нашей культурой в том числе. Поэтому хочется, чтобы все это было в лучшем виде.